Васильки, воржи. Это мой родимый дом, часть моей души. Все пригорки и поля знаю наизусть. Это родина моя, сказочная Русь. Милая российская глубинка, чистая, как первая росинка. Ты во все года сердцу дорога, ты моя судьбинка. Доброе утро, дорогие телезрители! На канале ТНТ начинает свою программу телекомпания «Радищева» и представляет информационную часть. Дорогие друзья, выпал первый снежок и пошли первые морозы. А это значит самое время утеплиться, ну и, конечно же, с удовольствием щеголять в новой шубе. 30 ноября в районном доме культуры поселка Радищева состоится распродажа коллекции, выставка продажи шуб, большие скидки, норка, мутон, широкий ассортимент пальто, пуховиков и курток. Возможно оформление беспроцентной рассрочки. Первый взнос 0%. До 12 месяцев. С 8:00 до 18:00 мы ждем всех в районном доме культуры. Уникальный шанс за маленькую сумму сделать большую покупку. Тяжелые трудовые будни крестьян позади. Завершилась полностью уборка, и можно с легкостью вздохнув немного отдохнуть. Ежегодный традиционный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошел 16 ноября в Радищевском районном доме культуры. В фойе здания, как и каждый год, была организована мини-выставка. Справедливости ради, нужно отметить, что в этом году к ее подготовке уделили минимум внимания. И, к сожалению, она была не столь впечатляющей. Самой красивой из них стала, по мнению многих посетителей, выставка детского рисунка «Человек и труд одной дорогой идут», организованная Центром детского творчества рабочего поселка Радищева. Своими архивными материалами о тружениках сельского хозяйства нашего района с гостями праздника поделились Радищевский краеведческий музей и районный архив, а также Центральная библиотека. Простор, какой покой, а день рождается, день новый, молодой. И радость входит в каждый дом, и в твой, и в мой. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Бушует сад над головой, бушует свадебной красой. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна, моя весна. Пироги уже стали. Да, обязательно, как же. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с чем? Это с киви, вишня и абрикос. Слушай, красота какая, а? Обновляем продукцию, обновляем. А где берете это? Ульяновск, это начинку? Да. Ульяновск привозит. Сладкий город есть такой. О, что? Как сейчас индивидуализация? Нормально, более-менее. Нормально, более-менее? Да. Хорошо. Да. Ну, хотелось бы лучше, конечно. Хотелось бы, но
Круассан слоеный. Это тоже нового не было у вас такого. Да, совершенно верно. Ну а как, востребованы пироги вот эти? Нет? Востребованы, да. Вот эти сладкие. Люди просят, вот сейчас мы из-за этого начали выпускать. Сейчас наливаем всех. Ну, у нас хлеба 5-6 видов. Да, вот хлебушек крестьянский, там дарвинский, мышка. Вот этот хлебушек, вон дарвинский у нас. Вот. Да, и кондитер где-то около 20. Ну, в общем, где-то 25. Из вот всего ассортимента больше популярность, как правило, белый хлеб, да? Белый, крестьянский, да, очень хорошо. Батоны вот наши. Батоны вообще, до вас Пасха нас уважает его вообще. Мы пекем почти же около 300 буханок. Это трудной. Да, тридцатки, да. Молодцы. Стараемся ради Радищевского района. А вот на сцене работники культуры поработали достойно. Красочный концерт, переплетающийся с награждениями тех, кто всю свою силу и любовь отдает родной Радищевской земле, бережно храня традиции нашего народа. Участников мероприятия с профессиональным праздником поздравили глава Радищевского района Вячеслав Николаевич Родионов, глава администрации муниципального образования Радищевский район Александр Викторович Белотелов. От имени губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова гостей праздника поздравляли его советники. Есть такая земля, где широкие поля, где бескрайние леса и моря. Добрый, честный народ на земле живет, славно трудится, песни поет. В эти дни, по традиции, в эти осенние дни мы чествуем людей, кто выбрал судьбу агрария. Позади осталась жаркая и уборочная, подводятся итоги года, и вы сегодня принимаете заслуженные слова поздравления и благодарности. Труд сельчанина благороден, но и неимоверно сложен, и не каждому он по плечу. Своим каждодневным, упорным, а иногда героическим трудом вы выполняете свою почетную, возложенную на нас миссию кормильца страны. И сегодня хочется вам пожелать от всего сердца всех, кто работает на полях, на фермах, конечно же, высоких урожаев, конечно же, высоких надоев и привесов, но самое главное – здоровья вам. Здоровья, дорогие коллеги, процветания, тепла, уюта в ваших домах, всего самого наилучшего вашим родным и близким, ну и, конечно же, дальнейших успехов на благо наших сел, нашего района, нашей Ульяновской области, нашей России. Спасибо, здоровья вам! Сегодня мы подводим итоги уходящего года сельскохозяйственного. Ну и, конечно, мы сегодня чествуем вас, представителей всех производственных объединений и предприятий, именно с праздником, Днем работников сельскохозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодняшний праздник дает еще один толчок для того, чтобы нам оценить свои возможности, которые мы прожили в этом году, и, конечно, планы построить на следующий год. Я искренне вас всех поздравляю с этим замечательным праздником. Огромное спасибо за ваш вклад, за ваш труд, за то стремление к лучшему, что вы делаете. Ну и, конечно, желаю вам крепчайшего здоровья, успехов и благополучия. И низкий поклон вам всем. Жители Радищевского района всегда умели трудиться в сельском хозяйстве. И сегодня они также вносят общую копилку в продовольственную безопасность страны свой вклад. Мне бы хотелось с особой признательностью и благодарностью вспомнить тех людей, которые заложили фундамент сельского хозяйства в Радищевском районе. Это Пешеконов Валентин Александрович, это Уколов Григорий
Матвеевич, это Серяев Василий Филиппович, Шитиков Валерий Иванович, Родионов Николай Михайлович. И они передали как эстафету своих дел в надежные руки именно вот сельское хозяйство, где успешно трудится Бирюков Юнес Абдулкадырович, Хабибулин Рамазан Киемеддинович, Родионов Вячеслав Николаевич, Саракин Владимир Яковлевич. Я уверен, что с помощью и при поддержке губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, правительства нашего региона, вы все вместе сможете реализовать огромный потенциал сельского хозяйства вашего района. Но для этого нужно, чтобы в эту отрасль пришли молодые люди со своими планами, со своими амбициями. Я желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира, добра, семейного благополучия, больших урожаев и низкий вам поклон за ваш бесценный и благородный труд. Сергей Иванович всегда говорит: благодатная земля в Радищевском районе. Чудесные люди, и я всегда люблю быть здесь, помогать и работать вместе с ними над проблемами. Сегодня вы сидите в том зале, и как глава района мне сказал, что даже крыша сейчас новая, здесь будет масса многих замечательных мероприятий. Собирайтесь вместе, делитесь такими замечательными своими мыслями, отдыхайте, работайте и поддерживайте друг друга. Желаю действующим работникам сельского хозяйства крепкого здоровья, чтобы решать эти проблемы, оптимизма, уверенности. А ветеранам сельского хозяйства хорошо отдохнуть и хорошего здоровья. Быть хорошими наставниками молодежи, а передать молодежи есть чего. Поэтому успехов вам и всякого благополучия. А день рождается, день новый, молодой, и радость входит в каждый дом и в твой мой. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, моя земля. Бушуется над головой, бушует свадебной красой. Светишь всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Бушуется над головой, бушует свадебной красой. Светишь всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. В рамках праздничного мероприятия состоялось чествование передовиков сельского хозяйства Радищевского района. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником, за занятое 3-е место в районном соревновании в агропромышленном комплексе в муниципальном образовании Радищевский район дипломом главы администрации наградили СПК «Красная звезда». Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждается председатель Саракин Владимир Яковлевич. Грамотой главы администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждается Гришин Николай Владимирович, главный агроном. Артамонов Сергей Семенович, водитель. Шуршинин Алексей Иванович, комбайнер. Шабакин Александр Степанович, сборник. Червяков Николай Петрович, комбайнер. Шабакин Алексей Викторович, комбайнер. Копаткин Владимир Алексеевич, комбайнер. Гришин Александр Михайлович, тракторист. Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждаются Шуршин Александр Иванович, водитель.
пьедестал почета, заняв второе почетное место, вышло общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» семьи Бирюковых. Председатель Совета директоров, заслуженный работник Ульяновской области Бирюков Юнус Абдулкадырович. Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждаются Мамлютов Рустам Касимович, заместитель директора. Кулагин Валерий Николаевич, инженер-механик. Гузяев Павел Шахиянович, врага. Череватов Алексей Викторович, главный агроном. Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждаются Шабицкий Сергей Анатольевич, механизатор. Ахмерова Гульмира Давидовна, заведующая складом. Теплые слова поздравления звучат сегодня в адрес работников Радищевского хлебзавода. Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждаются Бирюков Мансур Хамзеевич, директор Радищевского хлебзавода, общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма Дворянская». Зотов Александр Петрович, водитель. Горшков Александр Владимирович, водитель. Санжапов Ильдар Закирович, водитель. Бураншина Рушания Умяровна, пекарь. Юсупова Рейна Мунировна, бухгалтер. Рязапов Руслан Равильевич, водитель. На сцену приглашаются работники индивидуального предпринимателя, глава крестьянского фермерского хозяйства Бирюков. Грамоты главы администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премии от хозяйства награждается Миронов Валентин Владимирович, слесарь молочно-товарной фермы. Трокова Клавдия Владимировна, оператор машинного доения. За занятое второе место в районном соревновании в агропромышленном комплексе муниципального образования Радищевский район награждается общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест». Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район денежной премией от хозяйства награждается Курмагаев Дамир Фергатович, исполнительный директор. Грамоты главы администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премии от хозяйства награждаются Салимов Адельшин Самятович, экономист, заместитель директора. Калинина Татьяна Ивановна, бухгалтер-кассир. Мутиев Алхазур Рауханович, комбайнер. Мутиев Исмаил Алхазурович, комбайнер. Майер
Александрович, механизатор. Бигмятов Вадим Фуатович, механизатор. Степочкин Александр Александрович, механизатор. Бигмятов Фуат Фатихович, комбайнер. Мир Мансур Махмудович, механизатор. Грамотой глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премии от хозяйства награждаются Туров Александр Иванович, механизатор. Ремезов Павел Анатольевич, водитель. Рязанов Фатяк Закирович, ветеринарный врач. Кидаева Марина Геннадьевна, оператор машины доения. Бояркина Наталья Анатольевна, оператор машинного доения. Петрова Светлана Васильевна, телятница. Корсаков Сергей Иванович, заведующий зернотоком. Ульгов Вячеслав Григорьевич, электрик. Гаврилов Александр Владимирович, оператор ЗАП-50. Гаврилова Любовь Бигман, работник зернотока. Пещенко Ольга Викторовна, заведующая столовой.
Первое место в этом году осталось за сельскохозяйственным производственным кооперативом «Победа». Место в районном соревновании в агропромышленном комплексе муниципального образования Радищевский район награждается СПК «Победа». Грамотный глава администрации муниципального образования Радищевский район и денежной премией от хозяйства награждается заслуженный работник сельского хозяйства Ульяновской области, председатель СПК «Победа» Родионов Вячеслав Николаевич. Грамотой главы администрации муниципального образования Радищевский район и денежная премия от хозяйства награждаются Беков Александр Вениаминович, механизатор. Беков Алексей Вениаминович, механизатор. В ходе праздника были подведены итоги конкурса «Меценат года-2018». Звание «Меценат года» было присвоено СПК «Победа», председатель Родионов Вячеслав Николаевич, как наиболее активно проявившим себя в благотворительности в текущем году. На эти цели хозяйством было выделено свыше 2 миллионов рублей. Однако коллектив кооператива принял решение передать переходящий кубок и звание Бирюкову Юнусу Абдулкадыровичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Дворянская», который, как говорится, оказался в нужное время, в нужном месте, организовав своевременную помощь в ремонте кровли жилого дома семье из рабочего поселка Радищево. За проявление заботы, чувство сострадания и взаимопомощь односельчанам Родионов Вячеслав Николаевич поблагодарил Бирюкова Юнуса Абдулкадыровича за активную жизненную позицию, который в этом году потратил более 1 миллиона рублей. И именно ему в этот день торжественно вручили Кубок Мецената года 2018. Современный меценат – это не тот, кто перечисляет деньги с сухим холодным расчетом. Меценат – это человек, который обладает огромной душевной любовью к своему народу и отечеству. В муниципальном образовании Радищевский район в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, присваивается почетное звание «Меценат года». На соискание звания «Меценат года» представлены следующие хозяйства. ОСН «Лесники», Куманяев Владимир Петрович, 22 280 рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Волга Агро», Дробышев Александр Иванович, 33 000 рублей. СПК «Нива», Коннов Сергей Анатольевич, 40 000 рублей. ИП, глава крестьянского хозяйства Стрелков Олег Вениаминович, 43 500 рублей. Общество с ограниченной ответственностью торговая компания «Ореховка», Зиновьева Ольга Валерьевна, 67 250 рублей. СПК «Красная звезда», Саракин Владимир Яковлевич, 128 500 рублей. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Хабибулин Рамазан Киямединович, 631 000 рублей. Общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Дворянская», Бирюков Юнус Абдулкадырович, 1 494 500 рублей. СПК «Победа», Родионов Вячеслав Николаевич, 2 038 485 рублей. Для вручения свидетельства переходящего кубка «Меценат года» на сцену приглашается Александр Викторович Пилотев и меценат 2017 года Рамазан Киямединович Хабибулин.
меценатом года признан СПК «Победа» председатель Вячеслав Николаевич Родионов. Свидетельство «Меценат года» и переходящий кубок «Меценат 2018 года» вручается Вячеславу Николаевичу Родионову. Я бы хотел коснуться одного момента. Мне очень приятно, что наш коллектив заработал это звание. Но тем не менее, я просто доведу до вашего сведения. Несколько буквально дней назад, значит, обратилась семья за помощью. Семья здесь в райцентре, я не буду называть фамилию. Семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, 2 маленьких детей, мама одна. Значит, у них проблемы с жильем. Нужно было срочно отремонтировать кровлю. Оказать помощь официальным путем, скажем, через соцзащиту, через органы исполнительной власти, не получалось никак, потому что процедура не позволяла это сделать. Мы обратились к предпринимателям, к руководителям предприятий, к коллективам с просьбой помочь. Значит, мы все откликнулись практически, да? Помогали в основном деньгами, перечислять денежные средства на расчетный счет этой семьи. Но наш коллега Бирюков Юнус Абдулкадырович, не дожидаясь того, когда еще будет смета сделана на эту кровлю, значит, послал туда бригаду и выделил материал. Крышу перекрыли буквально за 2 дня. Поэтому я считаю, коллеги, мы посоветовались с нашим коллективом, и вот эта статуэтка должна перейти Бирюкову Юнусу Абдулкадыровичу, как меценат этого года. Мы можем гектары закатать в асфальт, мы можем километры заборов построить, но это иногда не стоит минуты человеческого счастья или час спасенной жизни. Спасибо.
Начальник, мы желаем вам, пусть будет счастье и повезет обязательно вам. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть будет праздник, праздник проказник. Мы желаем вам, пусть будет счастье, море надежд и любви океан. Катятся годы, и каждый день так хочется жить и любить все сильней. Да вот твой родной, и только твой. Кружится, кружит на карусель, держит ты нам очень нужен праздничный день. Ты приходи скорей, ты нас согрей. Давайте вместе перепроходим эти песни, счастье откроем вместе и пожелаем, чтобы нам везло. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть вам поднимет зарплату начальник. Мы желаем вам, пусть будет счастье и повезет обязательно вам. Всем врагам назло, пусть будет праздник, пусть будет праздник, праздник проказник. Мы желаем вам, пусть будет счастье, море надежд и любви океан. Впереди совсем мало времени, чтобы подготовиться к грядущему году труда. Много задач и целей ставят перед собой аграрии нашего района. Мы пожелаем им высоких результатов и новых достижений. С праздником вас, дорогие труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Дорогие друзья, выпал первый снежок и пошли первые морозы. А это значит самое время утеплиться, ну и, конечно же, с удовольствием щеголять в новой шубе. 30 ноября в районном доме культуры поселка Радищева состоится распродажа коллекции, выставка продажи шуб, большие скидки, норка, мутон, широкий ассортимент пальто, пуховиков и курток. Возможно оформление беспроцентной рассрочки. Первый взнос 0%. До 12 месяцев. С 8:00 до 18:00 мы ждем всех в районном доме культуры. Уникальный шанс за маленькую сумму сделать большую покупку.